Нашим гостем это главный архитектор города Якутска Сергеев Семен Афанасьевич. Доброе утро, Семен Афанасьевич. Доброе утро. Сегодня у нас тема нашей беседы – это формирование комфортной среды в городе Якутске. И вот буквально недавно я прочитал, что вы объявили голосование на участках определенных. Что же такое вообще этот проект «Комфортная среда» и как в нем принять участие горожан? Ну, действительно, это так. Буквально вот вчера мы объявили о сборе предложений. Это все делается в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, которая реализуется уже с 2017 года и до 2022 года. Да? Получается, у нас в республике, в городе Якутске эта программа успешно работает. Начиная вот буквально с прошлом году мы путем рейтингового голосования, помните, на выборах нам определили 8 проектов, по которым из них мы выбрали 5 и включили в муниципальную программу формирования комфортной городской среды. И эти объекты реализованы, частично реализованы некоторые, да, и оставшиеся, которые в рейтинге голосования, они находятся на стадии проектирования. Вот я помню, То есть, там было открытие улицы Кирова, да? Да, открытие улицы Кирова, Мост, ворота по-моему. города Якутска, бульвар Учителя, да. Ну, также, да, мы на сегодняшний день, в этом году, должны по условиям, по требованиям Минстроя России обязательно провести такое же рейтинговое голосование. Это обязательное требование. Но это требование сейчас идет по национальному проекту «Комфортное городское жилье». И по правилам мы буквально вот вчера объявили вот это сбор предложений. Сбор предложений будет идти до понедельника, это до 18 числа. То есть в каждой управе и в торговых центрах, да, вот управа тоже обеспечивает поставку ящиков с надписью «Твой город, твое решение». Да, и каждый горожанин может прийти сюда, предложить свое предложение. То есть спускает в урну определенный бланк, пишет там наименование парка, сквера, набережной, бульвара, ну, общественное пространство, которое он предлагает построить в городе Якутске в ближайшие годы. После сбора предложений, вот мы в понедельник все это соберем, во вторник общественная комиссия определит те объекты, которые наиболее популярны, наиболее подготовлены, и к 27 числа, февралю, да, будет проведено это рейтинговое голосование. До этого материалы, которые мы определит эта общественная комиссия, будут опубликованы в средствах массовой информации. То есть горожане увидят, что за объекты выбраны для голосования. И из этих объектов как раз вот открытым голосованием выберут тот объект, который будет построен в первоочередном виде. Хорошо, вот давайте как бы, ну, в простом, да, виде. Вот я горожанин, Да. я беру свой паспорт, так, и какого числа? 27 февраля. 27 это февраля иду среда. или в управу, или в Да. торговый центр, Да. который есть на сайтах и администрации в том числе. Прихожу туда и, допустим, пишу. Вот напротив меня есть какое-нибудь пространство, да, которое, я считаю, надо не под торговый центр отдавать, да, а, допустим, там поставить лавочки, там деревья посадить. Я так и пишу. Хочу парк возле, и адрес указываю, да, или как это будет выглядеть? Иван, ты немножко запутал, да? У нас сбор предложений идет до понедельника. До понедельника. До понедельника, да. До понедельника мы собираем предложения. Вот, в урны. То есть придется подойти 2 раза. Сначала понятно. с предложением, по результатам которого отбираются варианты для рейтингового голосования. И окончательное рейтинговое голосование у нас будет 27 февраля. Ну вот, первоначальный Да. этап вот так и выглядит, да? Да. Потому что я пишу то, что я хочу и вижу, да? Да. И Там не требуется никаких документов, только паспорт. предложение. Даже можно представить предложение в электронном виде. С паспортом не надо, да, первый раз подходить? Да, первый раз просто даете предложение. Мы на сайте дали объявление, на сайте в ЕКТ дали объявление, да, где прописали адреса, по которым можно представить свои предложения. А будет ли оцениваться, допустим, реалистичность предлагаемых проектов? Ну, может быть, кто-нибудь скажет, хочу в Якутске, например, космодром, да? Да, или там скажет, хочу еще что-то. Вот как это будет оцениваться? Ну, на первый раз будут предлагаться чисто территории. То есть мы территории, что там будет построено, не видим, да, указывается территория. Парк, например, по улице Губина, там на участке по адресу такому-то, да. И это предложение будет рассмотрено, будем собирать, сколько предложений, например, поступило по этой территории, да. И с учетом этого будем выносить на
голосование вот определенное количество. Это буквально будет три проекта, из которых мы выберем вот лучшие. Так получается, схожие предложения вы в любом случае будете объединять, и это будет какой-то единый подход, да, Да. к той или иной территории. Да, да, будет единый Я так подход. понимаю, предприниматели могут принять участие, да, в этом? Ну, в качестве предпринимателей, да, у нас есть другой механизм. Вот общественные пространства, которые хотят благоустроить сами предприниматели, есть предложение по ним о том, что с прошлого года этот механизм уже работает. На сегодняшний день все свободные территории, где можно организовать общественное пространство, предприниматели берут на себя, оформляют на использование, и в течение 15 лет они могут там организовать свой бизнес. То есть, не оплачивая договора, могут организовать там свой бизнес и получать свои доходы. Спасибо большое, Семен Афанасьевич, за то, что вы рассказали об этом интересном проекте. Хочется пожелать, чтобы горожане приняли активнейшее участие в данном голосовании, приняли участие еще и в своих предложениях, чтобы они как-то чувствовали сопереживаемость со своим городом. И я думаю, что все пройдет удачно, и у нас появятся еще новые интересные достопримечательности в городе Якутске. А мне хотелось бы подвести итоги нашей викторины. Цирк к нам приходил и задавал вопрос, чем питаются львы, кроме мяса. Но вот гости, они дали такой ответ. Они питаются еще и рыбой. Да, поэтому 0668 последние цифры номера. Поздравляю, с вами свяжутся, и вы получите билеты в цирк «Адреналин».